между собой мы называли его Алато, вот, а юридически это Заокский район, деревня Клищино. Мы продали там порядка 400 участков, то есть у нас 200 граждан России и 200 граждан Кыргызстана. Мы начали продажи в 2017 году, у нас люди купили 400 участков, получили разрешение на строительство, у нас на сегодняшний день 80 разрешений на строительство, 7 домов уже построены, зарегистрированы, люди прописаны. Смотрите, в 2016 году был принят генеральный план нашего района. То есть это документ, в котором нарисованы, какая земля является населенным пунктом, а какая не является. И по генеральному плану 2016 года наша земля являлась населенным пунктом. Поэтому нам присвоила администрация улицы, название улиц, название домов. Нам выдавали разрешение на строительство, регистрировали сделки, прописывались, то есть все было хорошо. 6 июля вот в этом году наши депутаты собрались и отменили этот генеральный план. И получается, что сейчас наша земля, она под вопросом. То есть старый генеральный план отменили, нового еще нет. Они должны нарисовать новый генеральный план. И мы сейчас ждем решения окончательного администрации по этому вопросу, что она нам скажет, что они решат. В чем дело? Когда принимали в 2016 году генеральный план, было пару населенных пунктов, где землю исключали из черты населенного пункта и не были проведены публичные слушания. Это технически является нарушением процедуры, и вот не совсем правильно было сделано. Нет никаких вопросов ни к нашей земле, ни к другим участкам, которые были включены в состав населенных пунктов. Есть вопросы по другим моментам, но поскольку это один генеральный план, его весь пришлось откатить. И мы сейчас ждем и надеемся, что новый генеральный план будет точно так же соответствовать всему тому, что было раньше. То есть те ошибки, которые были допущены, или неточности, или то, что администрации нужно было сделать, они внесут. И мы надеемся, что наш населенный пункт, так же, как и другие, останется таким же. Потому что я хочу подчеркнуть, что по этой земле, по этим участкам нет вопросов ни к нам, как к посредникам, ни к собственнику земли, ни к людям, которые купили. Никто ничего не сделал неправильно. Нет нарушений, нет ошибок, нет чего-либо, чего мы стеснялись бы, прятали или что мы сделали бы не так. Потому что когда поселок начинался, к нам приезжали из посольства тоже, проверяли нас, проверяли землю, то есть все переживали, чтобы это было все хорошо, не было потом никаких проблем. И мы общались и с представителями власти, и с Росреестром, и с посольством в том числе. То есть мы хотели, чтобы проект состоялся, чтобы это была возможность для людей решить свой жилищный вопрос. Купить участок, построить дом потихоньку, в рассрочку, то есть это вменяемые деньги, это то, что люди могли сделать. Если купить квартиру в Москве это одно, да, это очень сложно сделать, то купить участок там за 150-200 тысяч, в рассрочку мы давали на год, потом постепенно с помощью мат-капитала, еще чего-то добавив там, достроить дом, это реально, это возможно. И для людей это было реально, почему они хотели туда? Потому что для людей это было реальное решение жилищного вопроса, и мы готовы были в этом помочь. То есть это наша работа, продавать людям землю, предоставлять им возможность построить себе дом. Что происходит сейчас? Сейчас происходит то, что мы сейчас ждем решения администрации. Уже очень большое внимание к этому вопросу. Знает об этом посольство, знает об этом МИД России, знает об этом наше правительство из Заокского района и Тульской области. И у нас отправлено общественное заявление в администрацию президента России. Они пообещали нам ответить до 7 сентября. Мы должны получить ответ. Вот, то есть и мы пытаемся максимально во всех инстанциях поднять свой вопрос, задать его, потому что ни за нами, ни за людьми нет никакой ни ошибки, ничего неправильно сделанного. И мы надеемся, мы верим, что все будет решено по закону и не будет сделано чего-то некрасивого и незаконного со стороны властей.